Тимофей Иванович Берке предложил вместе с ним съездить до его базы и проверить капканы на волка. Вот, сейчас я еду в село Улу, мы там должны встретиться. И от села Улу до его базы едем, до Верхней Абги, получается, едем на снегоходе Викинг. И все это, естественно, вам покажу и расскажу. А если попадется волк, то, соответственно, тоже материал будет насыщенный. Сейчас я в гостях у Берке. Едем к нему на базу. Будем проверять капканы на волка. В общем, мы приехали поздно ночью, нас встретил хозяин избы. Дальше разговор пойдет на якутском языке, поэтому я попробую дубляж. Вот гостим у старого друга, решили заночевать у него. Брагин Иван. Когда мы с тобой познакомились? Давно, где-то в 1997 году, наверное. В Алёкминском заповеднике? Да, точно, в 96-97 годах. Давненько. Молодыми тогда мы были. И вот встретились, сидим. Как в этом году сезон? Хорошо, вот только волков много. Насторожил капканы, петли, хоть один-то, надеюсь, попадется. Из-за ветров и пурги часто заметает снегом. На капкан не попадается, а на петли, попав, частенько перегрызает трос. Капкан еще не ставил, но если даже поставлю, они не попадаются. По-моему, на петли лучше заходят. Видать, они чуют свежесрубленный деревянный потаск под снегом, поэтому и не приближаются к капканам. А запах металла их сильно не настораживает, даже возле привады. Возле привада они ведут себя по-наглому, порой капканы раскапывают. Иногда капкан не срабатывает. Ты про современный тонар говоришь? Здесь Кровёв, у него есть деталь. Она когда деформируется, капкан заклинивает. Тоже попадался на такое. Смотрю, вроде волк наступил, а капкан не сработал. Поэтому надо капкан перевернуть и деталь вернуть в исходное положение. Кстати, нынче медведей видели на вашей территории? Не встречались? Нет, в этом году нет. Возле трассы, наверное, ходят.
В мае месяце прошлого года вдоль берега Амги за день 7 или 8 медведей видел. Сразу подумал тогда, все, не видать мне летом отпуска. И тогда пришлось все лето возле свалок и кладбища сторожить. Добыл? Добыл, ну как добыл? Охота это назвать сложно. Со свалки бедолаги. Хочу рассказать об одном случае. Давай послушаем. Я Иван Павлович Брагин. Всю свою жизнь провел в стаде, в тайге. Достаточно лет прошло с тех пор. Со мной произошел один случай. Тогда я чуть не лишился жизни. В году 2006 в конце августа услышал лай своей старой собаки у озера. А возле меня, прислушиваясь к лаю, бегали щенки. Вечерело, еще дождик накрапывал. По голосу собаки я понял, что она облаивает медведя. Да, у своей собаки со временем по тональности начинаешь определять, кого облаивает. Это точно. Так вот, взял свое ружье СКС, налобный фонарик и пошел на лай. Щенки возле меня. Фонарик включать не стал, чтобы обзор не сужать и ориентир не терять. Стал тихонько приближаться, вот уже совсем близко. Не догадавшись надеть фонарь на голову, включил, держа его в левой руке, в правой СКС. Вдруг резко в свете фонаря очень близко засверкали глаза бегущего на меня медведя. Я тут же отошел за широкую лиственницу. Медведь, ударившись об дерево, молниеносно повернул по направлению, куда светил фонарик. В это время я выстрелил предупредительным вверх. Убивать хозяина тайги я не хотел и сразу выключил фонарь. В темноте слышу частое дыхание своих собак и тишина. Затем появился еще посторонний звук. Потом еще подумал, что рикошетом мог задеть медведя. Немного погодя начал тихонько приближаться к собакам. Включил фонарик, и тут собаки всполошились. Оказывается, медведь приблизился ко мне очень близко. Недолго думая, выстрелил в упор зверю в лоб, а сам развернулся. Медведь всей своей тяжестью навалился на мои ноги. Тут же произошел второй выстрел в затылочную часть. Хорошо, что я себе ногу не отстрелил. Вполне мог сквозным попасть или рикошетом. Затем выбрался из-под его тела, а медведь оказался старый, шерсть у холки седая. Не стал освежевывать в темноте, вытащил внутренности и пошел домой. К медведю с фонарем опасно подходить, он, оказывается, сразу направляется к свету. Вот такая вот со мной случилась история. Вот так вот, парни. Расскажи про охоту на волка.
На волка чаще всего настораживаю капканы возле привады. Попадаются. Можно, конечно, настораживать прямо на тропе, но процесс трудоемкий. Нужно много снегу в мешках натаскать для маскировки. Раньше так и делали, сейчас немного ленюсь. Поэтому возле привады. А вот петлю установить на тропе проще. Только вот плохо волк трос рвет. Двойка слишком тонкая, хотя если волк захочет, все перегрызть сможет. Я лично тройку предпочитаю. Тройка это типа от стартера бурана? Да, ясно. По моим наблюдениям, чаще всего рвет самка. Не знаю, с чем это связано, но разгрызает словно болторезом. Видать, у нее челюсти смыкаются плотнее, чем у крупного кобеля. При коммунизме был яд, но он был очень токсичен для всех животных. Даже спустя 2 года собаки травились. Я использование яда вообще не уважаю. Конечно, ядом проще. Однажды Анатолий Павлович завез и оставил волка, чтобы я освежевал. Ладно, думаю, затащил тушу в палатку, а на улице уже холодно, ноябрь. И пришлось дней 4-5 держать его там. Затем, вытащив наружу, освежевал. Так вот, несколько ночей мне с ним пришлось провести в одной палатке. Запах стоял неимоверный. Очень плохо спалось. Всякие кошмары снились. Думается, ох уж и могучим зверем был при жизни. Голова огромная. И мне кажется, что он по весне отравился ядом. Промучившись все лето, осенью встретился на путике у Палыча. Он на лай собак прибежав, увидел, лежит этот волк, только голову еле приподнимает. Представляешь, какие страдания пережил он за все лето. Поэтому этот способ я не уважаю, нечестно по отношению к волку получается. Давно в стаде тоже одного волка на яд брали. Точнее, мой дядя, он хорошим был человеком, наивным, как ребенок. Ошкурив, прислонил тушу у дороги, а им полакомилось еще 9 волков. Конечно же, отравились. 4 только нашли, 1 в воду утонул. Остальных так и не нашли. Отравившегося волка очень хорошо умел по следу найти Гималай. Павлов Дмитрий Егорович. У моего родственника стадо стояло в одной местности. Там и мои олени были. Так хорошо начиналось, да все поголовье тогда волки задавили. В результате было решено использовать яд против волков. И тогда Дмитрий рассказывал, когда волк травится, он начинает прятаться, находить укромные места за камнями, под вывороченным пнем или упавшим деревом. А после вьюги все снегом заносит, его уже практически не найти. Ну а мстит волк, конечно, капитально. Мучили меня несколько лет назад, сейчас хоть перестали. Видать, сказывается сокращение их поголовья. А тогда прямо перед сезоном охоты всех зверей с территории выгоняли, чтоб, видать, мне не доставалось. Интересные повадки.
То паркы тул бар, үлем бар бу план. Мана сады кырпа харты үдә тоңута. Ханны каналлар эде. Трес кылларды. То вахтарына хайыллар. Думай дула кутхат. Чай бо чай. Давно в саде это было. Волчье логово нашли. Внутри 5 щенков. Их пришлось умертвить. И сели в засаду на волчицу. Сторожили с напарником по очереди. Всю ночь волчица провыла. Когда пришла очередь напарника, волчица внезапно очутилась возле логова. Напарник стушевался и не успел выстрелить. И здорово же она тогда отомстила за своих волчат. Кучу домашних оленей задрала. Еле остановились с помощью яда. Ну, если логово возле вашего стада было, значит, она планировала обучать своих щенков на ваших оленях. Так-то она так, но до этого случая она наших оленей не трогала. Да и логово мы нашли случайно. Однажды поднялись на возвышенность, чтобы посмотреть в бинокль. Обычно бинокль на ним корбуты, алдамбахан жеке бурастар бат, чуга бастара видно. Вихауларом то я бинокль на кор. Олгналаром етим туары не лыргу. Напарник сидел, курил. Вдруг слышу, пищит кто-то рядом. Присмотрелся, а там недалеко, под большим камнем, неглубокая нора. Буквально недавно, видать, ощенилась. Это примерно в какое время года произошло? Ну, примерно в мае, комаров еще не было. Значит, поздно ощенилась. Обычно самки уже в середине мая с пометом логово покидают, ближе к Николиному дню. Когда волчата чуть подрастут, скрываются, прячутся. В это время и медведь представляет опасность щенкам. А так, самая лучшая защита. Поэтому самая лучшая защита для них – это передвижение. Тогда шанс выжить увеличивается. Ну а так, в любом случае, волчица с выводком большой урон наносит. Есть одна очень уважаемая мной бабушка, Мария Егоровна, всю жизнь проработавшая в стаде. Она рассказала одну историю. Жила по соседству с их стадом волчица с волчатами. Найти ее никак не могли. Время от времени совершала одиночные набеги. Детей-то кормить надо. И вот по осени, когда пришло время уходить им на другую территорию, по пути за раз свыше 40 линей задрали. Главное, летом-то, пока щенки были маленькими, она себя вела скромно. Как только пришла пора уходить, щенки подросли, все, пустились во все тяжкие. Таким вот образом, говорят, она свой выводок учит. Это они на одной местности столько завалили, не считая другие нападения. Так что от волка благодарности не жди. Вдобавок скажу, сразу видно, когда волчица начинает обучать волчат в августе месяце. После них остаются много раненых, ободренных оленей. Массовое убийство оленей обнаружили только тогда, когда вороны начали слетаться. Отец их обнаружил, в одном месте всех задранные лежат. Так эту стаю и не поймали, снег завалил, в общем ушли. Да, снегу в этих краях много. Уважаемые промысловики, хочу пожелать вам отличной охоты. Пусть вам сопутствует Байнай. И хочу еще пожелать беречь родимую природу. Никогда не забывайте, не отдаляйтесь от нее.
Чтобы по жизни у вас все было хорошо. И никогда не забывайте дело предков. Правильно сказал. Самое главное беречь мать природу и осознанно относиться к охоте. Животный мир и так иссякает с каждым годом. Это да. Хорошо, что мы не разминулись.